Доброе утро, друзья! Едем на рыбалку. И утро сегодня не совсем доброе. Едем, о плохом ничем не думаем. И тут вот такая поломка. Так, не фокусируется. Ага. Сломался прицеп. Отломалась вот дышло у нас. Колеса. Так, видно, не видно? Вот оно, видно, наверное. Сломалась напополам. Как она, не дышла же, как вал. Тяга. Ну, короче, сломалась. Колеса немножко раскривились. Отъехали где-то полдороги. Ну, что делать? Придется ехать на буксе. Хорошо, чтобы бензинчику взяли запасного. Ничего страшного. Не будем домой обратно возвращаться. Только вперед. Сегодня у нас компания. Выключай фонарики. Что, видно, не видно? Не видно будет. Видно, все видно. Вон. Едем с Саньком. Вдвоем сегодня. Короче, сейчас мы выгружаемся. И коротко сделаем репортаж, когда тронемся дальше в путь. Так, прошло минут 20, и уже у нас светает. Уже, надеюсь, все видно. Получается у нас вот такой вот паровозик. Толкач новый. Новый толкач, новый крепеж. Еще не испытывали. Будет видно, как себя покажет. Идем дальше. Корыто. Вот приварили вот такой новый фаркоп. Сюда. Раньше было просто кольцо. Цепляли скобкой. Теперь вот такой фаркоп у нас. Идем дальше. Усилили немного обвязку корыта. Поставили еще фаркопчик к корыту. И толкач, который раньше был просто толкачом, поставили вот такое вот дышло. И теперь у нас вот получился в итоге... Колесо-то машину убери. И в итоге получился вот стеклышко поставили. Вот такой вот паровозик. Вот у нас прицеп. Вот такая беда с прицепом случилась. Конечно, на это мы не рассчитывали, но запас бензина есть. В принципе, должно хватить. Поедем на буксировщике. Прицеп оставляем пока сюда. Вот такая вот беда. Но без приключений никак. Сейчас поедем на таком паровозике. Машину тоже берем, чтобы потом выехать, если что. Ну что, поехали дальше. А на месте уже потом загрузимся. Включаемся на месте. Вперед! Ну вот, мы и на месте. Начинаем перекидывать свое имущество, барахло, которое всегда нужно, без которого не обойтись. А заодно решил сегодня взял весы и взвесить, сколько это все будет весить в граммах. Ага. А нет, все, заработало. Я уже думал, сейчас весы крякнули. Все заработало. Поехали. Опа-на. Так. Так. Первый рюкзачок у нас весит 14 килограмм. 13 990, ну 14 килограмм, короче. 14 килограмм. Считайте, потом приплюсуем. 14 килограмм. Второй рюкзак. Все надо, все пригодится. Второй рюкзак у нас 10 с копейками, 10 килограмм. 10 килограмм. Рукавицу будем взвешивать, нет? Третий рюкзак. Почти 17. 24 и 17. Сколько? 34 и 7. 41? 41 килограмм. 17 килограмм рюкзак. Потаскай его на себе, да? 41
Матюгаюсь, извиняюсь. 41, ничего, вырежем. О, у тебя петелька есть там? 41, 6. 6, 100. 41 и 6. 47. 41, 47. Волки ходят без ружья никак. 47. 47. Ну, мешкай. Да что ты ляжешь, будешь делать? Ну, 2200 где-то. И 2200, 47 и 49. 4, Ну да, 2. 51. 51. 51, 2 бура. Один. Второй бур. Тяжелее 51. Что еще у нас? 51, 10 литров запасного бензина. 50, 61. 61. Полторашка на штиль. Что-то не 62. Пальник 63, грубо говоря. Видеокамера. 63. 63, но пусть с удочками. 63, 64, 65. И пешня 5 килограмм. Короче, 70 килограмм. Пила. 70. Ну, короче, грубо говоря, 80 килограмм. Да? Угу. Не будем все уже терять время вешать. Около 80 килограмм. 93 килограмма я взвешиваю, плюс одежда 100. Пусть 100 будет. 180. Ты сотню, 280. Но 300 килограмм есть по-любому. Это по-любому. Сейчас все это грузим. И вперед, в тайгу, искать новые приключения. Сегодняшняя рыбалка уже началась с приключений. Увидимся на реке. Ну, может, по пути заснимем, что и как еще. Все. Тем более еще скажи, что мы дорогу-то новую бьем. Ну, посмотрим там, что Да? как получится, там видно будет, да. Ну ладно. Все, встречаемся. Рекламная пауза. Ну что, едем дальше. Вот, хочу просто показать. Едем по целяку. Вот такая вот глубина колеи у нас получается. Уровень с корыта как раз. Вот такая вот колея у нас. А снег у нас глубина. Вот, пожалуйста, метровая палка. Сантиметров 60 получается снега, да? Сантиметров 60. Так, это если метр. Раз. Да, 60 сантиметров получается здесь. Вот 60 сантиметров где-то. Снег у нас получается. Ну-ка, на, сними. Местами, вот сейчас стою на земле, мне получается выше колен. 60 сантиметров, да, вот снег. Около 60, где-то больше, где-то меньше. Но факт то, что здесь с начала года никто не ездил, вон только леса или кто протропила. Едем практически по целяку. И едем вроде бы как нормально, да? Нормально. А сегодня, кстати, Вчера. то есть вчера вот у Александра было день рождения. Так что мы сегодня, если доедем до речки, а мы будем надеяться, что мы доедем, мы это обязательно отметим это дело. Ну а пока смотрим, как едет ураган. Ну что, нормально? Местами снег получается даже больше, чем по колену. Вот получается, вон, выше колен даже получается. Местами да и
до яиц доходит. Ну, что бы то ни было, это, как вы видите, рыхлый пухлый снег. И никто тут не ездил. Так что, что бы ни говорили, что мотособаки... Ну, насчет собак я не знаю, но ураган точно техника, что надо. Едем дальше. Все, едем дальше. Дорога тяжела, но вот эти завалы, блин, рубим, блин. Вот так вот все свернулось, блин. Ну ничего, 3 завала перерубили, едем дальше. Так, время у нас 12 часов, без 15, 11:46 получается. Да ну нафиг. Это что, навигатор может вперед? Это не по нашему времени. Сейчас. Ехать-то он едет, все нормально как бы. И тащит, и едет. Но вот такое вот. Ну вот как вот здесь вот проехать? Смотрите, а. Вот мы много времени теряем. Вот топором, пилами вот рубим. Это все, что снегом надавило вот на подсад вот этот. Пробиваем сначала дорогу, потом за буксом, потом где поменьше идем напрямую опять до следующего завала. И вот так вот все в мыле уже напрочь сырые. Время, сейчас я скажу точно, все верно, 11:47. 12 часов, это мы уже 6 часов пробиваемся получается. За 6 часов пробились где-то около 15 километров. Около 15 километров. И еще нам осталось где-то около 5-7 километров, наверное. Дальше там должна уже быть дорога натоптана. В прошлый раз натоптали. Ну а пока попьем Чайковского, отдохнем и начнем дальше пилить, рубить, короче, делать дорогу. До нас ее никто не делал. Сейчас мы сделаем, и народ попрет. Опять скажут, Гена всю рыбу выловил, дорогу стоптал. Ничего. Если бы прицеп не поломался, конечно бы обходным путем поехали. Но прицеп сломался, что, приходится делать дорогу напрямик. Умный гору не пойдет, умный гору обойдет, а еще он мне срежет. Вот так вот. Рекламная пауза. Давай. Мы это все-таки сделали. Время уже 20 минут. 20 минут второго. И мы наконец-то на реке. Пробили мы все-таки дорогу, пробили. Дошли мы все-таки, доехали до реки. И что мы видим? Что по нашей дороге, которую мы пробивали в прошлую рыбалку, уже катаются снегоходы. Вон снежики по утоптанной тропинке-то летают. Ничего страшного. Больше будут ездить, больше накатают, правильно? Мы сейчас еще одну дорогу сделали, так что можно будет ездить напрямую. Ездите, наслаждайтесь, да? Ездите на здоровье, мы это сделали. От темна до темна дорожку протоптали. Вот. Ну а теперь отряхиваем весь снег. Время обеда. Бурим 2 луночки, садимся, кушаем. И что успеем до темноты, порыбачим. Рекламная пауза. Ну что, подходим все к столу. Сегодня у нас жареная яичница с колбасой. Тут что? Жареный хариус. Жареный хариус, да ладно. Да? Дурачок, что ли? Пофиг. Жареный хариус. И рыбацкий напиток. Почему 3? Вы уже знаете. Так что мы ему тоже нальем. Ну-ка, Сань, ты еще хотел сегодня это. Вчера у Саньки было день рождения. Поздравляем, желаем здоровья, счастья, удачных рыбалок. Это еще тебе. Еще, да, это спасибо. Еще у меня у друга, у Ивана, сегодня день рождения. Поздравляю его через канал YouTube, через Коми Рыбака. Желаю ему счастья, здоровья, успехов. А самое главное, здоровье. Деньги сам заработает. Вот. Еще хочу передать привет Роме Мискевичу. Большой привет, друган. И Роме Мезенцеву. Спасибо, пацаны, что поздравляете меня, не забывайте. Удачи вам. Ну а теперь, та-дам, приступаем к самому интересному. Рыбацкий напиток на реке. Наконец-то мы снова на реке.
Дай Бог нам здоровья, дай Бог удачной рыбалки. Приехали мы, если все нормально будет, на 2 ночи, да? 2 ночи порыбачим. Сколько хватит аккумуляторов, мы это поснимаем по возможности. Надеемся, конечно, на отличного клёва не знаю, ну хотя бы на хороший клёв. Будем здоровы. За вас, рыбаки и рыбачки. За нас, за Саньку, за Санькиного друга. Как говоришь? Иван. За Ивана. Давайте, Давай. будем. Вкусняшка. Вкуснятина. Амаретто. Амаретто отдыхает. Как чистый черемуховый сок. Компот. Во. Вкусняшка. Ну а это речному богу. Чтобы он не поскупился. Чтобы он, Санька, свою лунку. Чтобы он не поскупился на хорюзов сегодня. За рыбалку. Вот так вот. Ну теперь заклюет. Ну теперь заклюет. После рыбацкого напитка-то. А насчет кариза я серьезно сказал. Да? Да. Ну, Санька дает. Ладненько. Как кушаем, снимать не буду. Просто мы с утра очень проголодались. Уже целый день сегодня пришлось пробиваться. Ну, надеюсь, что поймаем сегодня на малосолочку, да? То в избушке покажем. Если что поймает, сделаем обязательно малосолочку. Время без 25. И мы наконец-то в избушке. Наши земляночки. Затопили печку. Топится печка. Поставили чайничек. Все сырое. Раз, два, три. 3 рюкзачка. Немножко изба посуше, чем была в прошлый раз. На стеклах льда поменьше. Сделали дрова. Вон, 2 сушины спилили. Немножко березки. На пару дней хватит. Там еще 2 чурочки. Сколько у нас температура? Температура у нас минус 6, минус 7 градусов. Минус 7 градусов тепло. Градусники я приносил в прошлый год весной еще сюда. До сих пор целы. Ну что, буксировщик отдыхает. Пожалуй, отдохнем и мы. А ты что куртку, Сань, не вешаешь сушить? А сейчас я повесил. Да она у меня сухая. Все, сейчас приготовим ужин и будем ужинать. Ну вот и все готово к нашему ужину. Огурчики порезаны, салатик домашний, макароны с котлетками. Что еще? Санька вот перец рубает. Рыбацкий напиток. Яичница с колбасой. Жареный хариус. Хлебушек. Малиновое варенье, которое вперемешку с водой превращается в морс. Быстро-быстро. Очень вкусный. Ароматы лета. Вкусняшка. Ну что, Александр, с прошедшим днем рождения тебя. Спасибо. Рыбки поймать сегодня нам не удалось. Ну что теперь? Зато мы сделали дорогу сюда. Это, во-первых. Во-вторых, мы в одном месте сделали, можно сказать, переправу залили. Любили перенести. Правда, минус 7 всего только, но я думаю, завтра подмерзнет, и мы рискнем завтра пролететь. Очень нехороший перекат. Очень нехороший перекат, там бревна, это все, мы снег убрали весь.
Э, Ну, нету льда там, получается. Немножко так вот потопали, где-то срубили. Ну, завтра будем пробовать. Прошлый год у нас там корыто провалилось. Сей год пешком по лесу идти далеко. А тогда мы не снимали, когда мы перепрыгивали, да? Снимали? Есть это видно все. С днем рождения. Спасибо. Вчера сколько стукнуло? 40 лет? 39 лет. Я в 39 лет чуть не сказал, только женился. Нет, 39. 39 у меня, наверное, Генка родился. Да. Ты с ним собираешься? Давай. Будь здоров. Живи до 100 лет. Черемуховый компот. Ну не думайте, мы что спиртной напиток пьем. Это рыбацкий напиток, это амаретто, голимая черемуха. Очень вкусный напиток. А то скажут еще. Пьют. Так, просто вегетируем. Имитацию была. Народ после нас здесь был. Повидать тебя. Избушка начинает согреваться. Сейчас скоро. Окна от льда отойдут. Скоро отойдут. Даже мышек не было. Обычно приезжаешь, мышиных какашек здесь куча. Котлетки с пюрешкой, с макарошкой. Вот так и живем. Ты друга уже поздравил? Да. На речке же поздравил. А выпить не выпили? Выпили? Выпил. Сегодня 16-е. Ёпта высота. А что писал? Сегодня еще день рождения моего друга. Не забыл, да? 16 января точно. 76-го года вроде было на рождения. Это получается сколько? 40? 3 года? Да, 43 года получается. Да. Сегодня день рождения Игоря Юдина, мастера спорта России по пауэрлифтингу, по тяжелой атлетике. Короче, человек силач, человек спортсмен. Сегодня у него день рождения. Так что, Игорь, эту стопочку рыбацкого напитка выпьем за тебя. Если ты смотришь канал Коми Рыбак, то с днем рождения, братишка. С тобой мы раньше частенько ездили на сенокос, в лес. Может, помнишь, по путикам ходили, рябчиков добывали, на озеро ходили, карасиков ловили. Это 90-е голодные года. Блинчики пекли. Ну, нормально жили, весело. Холостые, беззаботные. Игорек с армии приехал как раз тогда. Я уже года 4 как уже после армии был. Давали жару. С днем рождения, братишка. Ой, с днем рождения, Игорян.
летом был в отпуске. Лена говорит, сгоняем в рыбалку. Говорю, на вопрос сгоняем. Пока сенокос, одно, другое, третье. Так мы не съездили. Ну ничего, мы обязательно съездим. Вот будет отпуск у тебя, звони. И мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Ну а пока выключаемся. Не будем тратить аккумулятор и все такое. Короче, все прекрасно, все хорошо. Ужин в лесной избе. Наши земляночки. Не наши, конечно. Изба будет сухая, теплая. И нормально отдохнет.